Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как горел склад с автозапчастями на улице Первая Вольская. Дайте информацию, сколько работает склад, сколько звеньев на данный момент. Площадь пожара 510 квадратных метров. Расскажем о причинах и последствиях погони за автомобилем Hyundai на Альберта Камалеева. Я сказал без комментариев, все. Задержанному водителю было что скрывать. Раскроем подробности нелегального бизнеса в Набережных Челнах. Полицейские изъяли 7 тонн немаркированной алкогольной продукции. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. Металлический ангар с автозапчастями сгорел этой ночью на улице Первая Вольская. Площадь пожара 510 квадратных метров. Его тушили больше 2 часов. Нафиса Минязова была на месте происшествия и увидела, как пожарные боролись с огнем. Языки пламени были видны издалека. Огонь охватил огромный ангар практически сразу. Прибывшие на место по второму рангу вызова пожарные подразделения развернули штаб. Вскрыв ворота и проникнув в здание, они установили, что пламя распространяется по верхней части склада. 20-й, я на приеме. Дайте информацию, сколько работает склад, сколько звеньев на данный момент. Да, запроси каждый участок. К горящему ангару стали подтягиваться и местные работники. Я вообще-то дома была. Гораздо разговорчивее оказался дворник. Он работает на этом предприятии уже больше 25 лет. Аварии происходят, они привозят, хорошие запчасти снимают, а если сжженные, на металлолом. Организация скупает машины после аварии и затем разбирают их на запчасти. По рассказам очевидцев, склад был заполнен разбитыми машинами. О причинах возгорания работники не знали, но не исключили, что ангар могли поджечь. Несмотря на то, что мы находимся не так близко к месту, где все полыхает огнем, но даже здесь находиться достаточно жарко. Сейчас огнеборцы не только борются с пламенем, но и пытаются предотвратить перекидывание его на другое здание. Как мы видим, густой черный дым из него уже повалил. Пожар разрастался едва ли не по всей территории. В конечном счете его площадь составила 510 квадратных метров. Благодаря умелым и своевременным действиям огнеборцев удалось снять угрозу распространения огня на один из садовых домиков садового общества «Ногтинское» и соседнему пристроенному вплотную складскому зданию. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Чуть более 2 часов понадобилось огнеборцам, чтобы справиться с пожаром. Что стало причиной, пока не ясно. Ответ на этот вопрос ищут пожарные дознаватели. Ущерб, нанесенный организацией, еще только предстоит установить. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Трамвай загорелся этим утром на улице Гвардейской. Огонь охватил крышу транспорта, из-за чего на пол обвалилась часть обшивки. В происшествии никто не пострадал. Люди успели выбежать на улицу. Скорее всего, причиной происшествия стало короткое замыкание. Провода были обесточены, из-за чего движение трамвая в обе стороны было полностью парализовано. Устранять последствия пришлось работникам аварийной службы. В Аксубаево арестовали 30-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. По версии следствия, он проник в дом 89-летней женщины, оглушил ее, а затем задушил. Тело пенсионерки обнаружила работник социальной службы, которая пришла проведать пожилую женщину. Она же и вызвала сотрудников полиции. В настоящий момент следствием установлено, что проникнув в дом пенсионерки, мужчина ударил ее утюгом, а затем задушил проводом. После этого он похитил из дома ценности и скрылся. В настоящий момент судом по ходатайству следствия в отношении злоумышленника избрано пресечение в виде заключения под стражу. Также под стражу по подозрению в убийстве отправился 43-летний житель Набережных Челнов. По данным следствия, предполагаемый злоумышленник пришел домой к матери, которая проживает на улице Комарова. Сын громко стучал в дверь и требовал от нее 100 рублей. Шум привлек внимание 48-летнего соседа. Он сделал замечание громкому мужчине, но тому это не понравилось, и завязалась ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник, поняв, что не может справиться с потерпевшим, достал нож и нанес ему 6 ударов по различным частям тела, в том числе по жизненно важным органам. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийства. Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме.
В Казани возбудили уголовное дело на авиадебошира, ударившего бортпроводника. Мужчина, по данным стражи порядка, стал буянить на борту рейса Анталия-Казань. Помимо того, что пассажир напал на человека, он грубо нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью. Его задержали сотрудники транспортной полиции, когда самолет приземлился. Дальнейшее медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян. Теперь дебошир предстанет перед судом по статье «Хулиганство». На время следствия его отправили под стражу. Хотели избежать лишнего внимания, но только наоборот его привлекли. На проспекте Альберта Камалеева после непродолжительной погони сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Hyundai. И водители, и пассажиры оказали сопротивление, а затем попытались убежать. Но тщетно. Айрат Назипов поговорил с задержанными и узнал, почему они так боялись встречи с автоинспекторами. Я сказал без комментариев, все. Попасть под пристальное внимание сотрудников ГИБДД, прохожих и телекамер явно не входило в планы водителя и пассажира Hyundai Sonata. Тем не менее, автомобилист сделал все для того, чтобы обратить на себя взор окружающих. По предварительным данным, на улице Губкина водитель иномарки не подчинился требованию сотрудников ГИБДД об остановке и нажал на педаль газа. Завязалась погоня, и спустя пару минут легковушку заблокировали на проспекте Альберта Камалеева. Нарушили ДТП. А где с кем ДТП? Нормально? Не ДТП, правда дорожного движения. А потом что было? Вот мы нарушили. За это же наручники не заковывают. По версии госавтоинспекции, после остановки водитель и пассажир заперлись в салоне машины, а затем пытались убежать. И хотя оба оказывали активное сопротивление, их удалось задержать. Затем на мужчин надели наручники, после чего последовал личный досмотр каждого. Может, у вас что-то нашли запрещенное? Нет? Нет? Нет, ничего не запрещено. Да? У меня нет ничего запрещенного. А у водителя? Не знаю, у водителя. Личный досмотр задержанных результатов не дал. А вот в салоне машины за педалью тормоза инспекторы нашли полимерный пакетик, внутри которого находилось порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик PVP массой чуть больше 2 граммов. Также сотрудники ГИБДД выявили и другие любопытные факты. В ходе проверки документов было установлено, что водитель лишен права управления на срок 12 месяцев за повторный выезд на сторону дороги, предназначен для встречного движения. В отношении водителя также составлен материал по части 2 статьи 12.26 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования лицом, будучи лишенным права управления. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Айрат Назипов, Наиля Абдуллин, вызов 112. Водитель бензовоза с признаками наркотического опьянения не доехал до Нижнекамска. Его остановили автоинспекторы в Пензенской области. Как выяснили полицейские, перед выездом в Татарстан дальнобойщик употребил мефедрон. Привлек же свое внимание он тем, что не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД об остановке. Уходя от погони, он регулярно нарушал ПДД, проезжая на запрещающий сигнал светофора и выезжая на полосу встречного движения. После задержания ему предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался. 4-летнюю девочку сбил автомобиль Toyota Corolla в Нижнекамске. Все произошло во дворе дома по улице Баки-Урманче. Наезд попал в объективы камеры наружного видеонаблюдения. Видно, что ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. 46-летняя женщина за рулем иномарки не успевает затормозить и сбивает девочку. По предварительным данным, пострадавшая получила ушибы ног и была доставлена в больницу. Не уступил дорогу и спровоцировал крупную аварию. На улице Большая столкнулись Volkswagen и Chevrolet. По рассказам водителей, последний проигнорировал знак «Уступи дорогу» и въехал в немецкую иномарку. В аварии никто не пострадал. Автоинспекторы отправили участников столкновения в Центр оформления ДТП. 7 тонн нелегального алкоголя изъяли полицейские в Набережных Челнах. Крупная партия спиртосодержащей продукции принадлежала 32-летнему мужчине. Он, по данным полицейских, перепродавал горячительные напитки через розничную сеть магазинов. Но бизнес, что называется, пошел на дно после того, как на него обратили внимание оперативники. Вероника Гайнудинова расскажет, что теперь грозит задержанному челнинцу. Крупную партию нелегальной алкогольной продукции сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД изъяли у 32-летнего жителя Набережных Челнов. Как выяснили оперативники, мужчина купил горячительные напитки на 5 миллионов рублей и хотел на этом заработать. Алкоголь он хранил на территории гаражного кооператива и реализовывал мелкими партиями через розничную сеть магазинов. Всего мужчины изъяли 7 тонн немаркированной спиртосодержащей продукции. Следственной частью Следственного управления МВД России по городу Набережные Челны возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки. Теперь фигуранту уголовного дела грозит до 6 лет лишения свободы.
годы. На время следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.